Спонсор передачи – магазин детского питания и товаров для детей «Викуша». А часто ли вам хотелось начать новую жизнь или внести новый виток в свою жизнь и вырваться из ежедневной рутины? Если не с каждого понедельника, то наверняка с каждого второго. Так вот, у меня предложение. Давайте порвем все шаблоны и начнем новую жизнь с пятницы, то есть прямо сегодня. Сегодня у нас будут такие гости в гостях, такие девушки, силе духа, твердости характера, очаровании, харизме которых мы можем просто позавидовать. Так вот, до встречи с этой девушкой, то есть практически до сегодняшнего дня, я думала, что сразу после родов прийти в форму могут только голливудские звезды. Давайте посмотрим фотографии. Не, ну честно, как они могут так выглядеть? И через недельку уже дефилировать в купальнике. Мою первую гостью наверняка многие из вас знают на лицо. Это Галина Погадаева. В свое время она рассказывала нам последние новости из голубых экранов. Также будила нас в передаче «Новый день». Доброе утро, Галина. Здравствуйте. Галина к нам сегодня пришла не одна, с сыном Матвеем, с помощником. Матвей, сколько лет тебе? 8. А ты в каком классе учишься? Во втором. Да ты совсем большой же. Какие уроки тебе больше всего нравятся? Ну, английский язык. Здорово, спасибо. Галина, как можно быть такой красивой? Ведь я знаю, что вашему младшему всего полгодика. Да, полгодика. И плюс ко всему я за беременность прибавила достаточно много веса, так скажем. Вот. Но я сама себя чувствую хорошо, в гармонии, когда я вот в таком приблизительно весе, да, не худая, не полная. Вот. Поэтому, как только я родила, уже начала принимать какие-то меры. А расскажите о своей семье. Сколько у вас всего детей? 3 детей, старшему 13,5, Матвею 8 и Андрею полгодика. Вы в таком мужском царстве. Да, меня окружают 4 замечательных мужчины. Ага. Вот, и поэтому как бы взялась за себя. Роды у меня были кесарево сечение, поэтому, как мы, женщины, знаем, после этого 2-3 месяца точно нельзя активно заниматься спортом. То есть вы взяли за себя относительно недавно? Да, да. Но вот как бы с первых дней жизни моего малыша я начала придерживаться диеты, правильного питания. То есть, соответственно, чтобы ребеночку было комфортно, удобно, чтобы его не пучило. Вот, значит, никаких сладостей. По крайней мере, я старалась. Я ужасная сладкоежка, поэтому я старалась их ограничить. Ограничить жареную пищу, картофель, хлебобулочные изделия. Вот. И затем уже, начиная где-то 2 месяца после родов прошло, я уже начала делать какие-то упражнения физические, легкую зарядку по утрам, пить больше воды. Ну, как бы пила больше воды, соответственно, с самого начала, чтобы прибывало молоко. Вот. И начала бегать после 2 месяцев, как родила. Ага. А вот до этого, вот после первых, вторых родов, вообще вы по жизни занимались спортом? Я все время занималась для себя. Ага. Никогда не занималась профессионально спортом. Примерно в таких же временных промежутках я после первого ребенка и второго тоже начала заниматься спортом. Ну, и все мамы меня поймут, прогулки с коляской никто не отменял, да? Там активные игры. Вот когда я родила второго ребенка, с первым мы ходили на разные кружки, занятия, поэтому у меня это все было как-то само собой разумеющееся, да? То есть не такой сидячий образ жизни, а активный. Ходила на кружки, водила в школу, ходили, играли в футбол. То есть все, что можно. Да, Матвей? Матвей ходил на футбол?
заниматься. Мгм. А какие кружки тебе больше всего нравятся? Вот мама тебя водила наверняка во всякие разные. Ты сам выбирал или мама за тебя? Ну, Подсказывала мама? ну, подсказывал. И что ты выбрал? Что вы выбрали вместе? Волейбол с моим братом. Да. Ты в волейбол играешь? Подачу умеешь делать? А? Учимся. Умеешь? Учимся. А? Учимся только один раз уже. Ну в следующий эфир я тебя жду. Научишь меня делать подачу. Да? Но мяч, скажи, я далеко бросаю и ловить очень ловко могу, да? Получается? Ага. Галина, вот давайте не будем голословными. Можем, да, показать нашим телезрительницам, которые вот наверняка вот сидят да, и не могут определиться, с чего же начать, потому что спортзал с грудным ребенком зачастую бывает недоступен просто-напросто. Да, я знаю, что сейчас еще начали у нас пользоваться спросом совместные тренировки. Я вот задумалась над этим с маленьким ребенком. Вот. Но Вы еще не ходили Не так? буду, да, ни за кого, никого не рекламировать, не говорить, потому что мы не пробовали, но в будущем, может быть, через несколько месяцев и совместно пойдем тренироваться. Ага, давайте покажем, да, что можно вообще вот делать в обычных домашних условиях, да, вот в платье, в халате. Да, для начала проснуться, Ага. зарядиться от солнышка хорошим настроением, улыбнуться новому дню. Затем сделать легкую зарядку. Это может быть упражнение на голову, да, потому что мы все знаем, когда женщины кормят грудью, все время вот такая стулая позиция. Да, есть такое. Носим Вот на руках. Реально вот спина Да, болит, бывает. нагрузка на спину очень большая, поэтому мы должны укреплять мышцы спины, шейного отдела позвоночника. Да, то Это есть- вот все взаимосвязано. Да, конечно. Мы должны делать упражнения, хотя бы просто, чтобы разгрузить нагрузку на наши мышцы. Вот, значит, на шею мы делаем упражнения круговые. Те, кто еще не проснулся, присоединяйтесь. Сони за Сони. Значит, можно сделать наклоны, как я уже показала. Можно сделать плечами упражнения. Мгм. Ну, далее у нас идет все ниже и ниже. Это, в принципе, зарядка, это мы как бы знаем. Ага. Далее я начала делать упражнения на пресс. Мгм. Но это, наверное, не 2 месяца, может быть, после 3 месяцев. А прежде чем заняться прессом, нужно ли с врачом проконсультироваться? Обязательно нужно проконсультироваться с врачом, потому что каждый случай индивидуален. Кому-то, После кесарева. да, особенно. кому-то, значит, даже и 6 месяцев после такой операции, как Мало. бы, да, ну, то есть... А вам через сколько разрешили? Мне разрешили, но обычный осмотр после месяца, после родов. Ага. Мне не то чтобы разрешили, но мне сказали, все, ты восстанавливаешься, в принципе, Можно, по плану, все в порядке у тебя с организмом. Вот. Еще зависит от беременности, как женщина вела себя, то есть активная беременность была, пассивная, много веса, немного, вот от этого еще. И, соответственно, То есть мы так вот немножко зарядились, да, потом заняли Да. прессом. да. Ага. Вот. Кому можно уже бегать, можно 2 кружочка по стадиону, либо, если это дома, Ага. можно просто, не знаю, такие сделать шаги, Ага. да, под музыку. Ага. Вот так Это вот, у да? нас получается, да, это у нас получается просто легкая такая Это пока кашка варится. степ-аэробика, да. Детская. Мы можем делать такие упражнения, включить Ага. музыку, Ага. значит, потанцевать. А я Далее- предлагаю, Галина, потанцевать вот на таком красивом коврике, Да. который у нас есть. Давайте Это мы детский можем. коврик, мы можем даже разуться. Матвей, иди к Иди нам. сюда. Походи по нему. Разуйся. Вот сейчас я знаю, что очень часто ортопеды детям говорят то, что у них Да, у нас вот плоскостопие, вот со всякое вот ступней тоже есть небольшие проблемы, вальгус. Ага. Нам тоже рекомендуются такие упражнения. вот. И ортопедические стельки. Матвей, походи, пожалуйста, и скажи, вот какие тебе Ощущения. ощущения у тебя, что тебе больше нравится? Где вот точки или где большие камушки? Или где вот самые мелкие? А? Удобно тебе? Приятно? Ну, да. Ага, а что Где- тебе где больше всего понравилось? понравилось? Какой цвет коврика? Но Здесь пяточки, наверное, да? Понаступай еще раз. Давайте я попробую тоже. Вот Матвею камушки понравились, да, синенькие, где он постоял? ну, зеленый. Зеленый А, понравились? зеленый, там Вот здесь иголочки. прямо такой массаж идет. Матвей, встань лицом к камере. Ага. Приятные ощущения? Ага. Да.
Галина, а вам как? Мне зеленые тоже понравились, как будто небольшие такие иголочки. И сразу как усталость уходит. А как вы думаете, это может быть дополнением вот к той разминке, которую мы только что сделали? Да, в принципе, походить да. по этому? Я думаю, можно использовать это Ага. по назначению. Это такой пазл. У вас ребенок, 6 месяцев, конечно, еще рано, он не ходит, даже только начинает сидеть, ползать. да? Да. Ползать, Сидим, сидеть. ползаем. Вот с какого вот ортопеды начинают советовать? Ну, если, наверное, есть какие-то проблемы, можно сразу начинать, когда ребенок начинает ходить. Да, это 9, 10, 11 месяцев в год. Вот, значит, мы тоже такой коврик таким пользовались, когда Матвей был маленький. Вот, и ему нравилось ходить Да? по нему, да. Ага. Я И- думаю, вот сейчас мы тоже с малышом воспользуемся этим. Ага. Скажите, это вот такой пазл, он как головоломка наверняка, да, вы? Одевай Матвей, ботиночки. походи, как тебе нравится. Ага. А вообще вот для развития ребенка вот стопы, что еще можно использовать? Вот? Я присяду, да? Ага, да, можно здесь. Ну, во-первых, у нас тоже есть небольшие проблемы Ага. с вот, нагрузка на одно колено. Ага. Не на колено, но боли в колене были у нас. Вот. И нам, значит, прописали ортопедические стельки. Ага. Вот. Мы их носим. Также мы ходили на ЛФК, такая небольшая физкультура в поликлинике, и на массаже. Ага. Вот. И я думаю, вот такие коврики мы тоже должны к себе обязательно включить. Вот. Нравится тебе, Матвей? Одевай Потому что ботиночки, это же садись. всегда под рукой дома, а на ЛФК надо куда-то Тем более ехать. такие яркие, как игрушка. Я думаю, ребенку понравится. А вот скажите, вот вы сказали, что когда Матвей был маленький, тоже использовали такие коврики. Вы по какому принципу выбирали? Там по цвету, по запаху, по составу, по Но иголочкам? Самое главное – это состав, Мгм. чтобы был безопасен для ребенка. Ну, далее на фактуру, цвет тоже обращала внимание. Мгм. На производителя. И наверняка пазл можно побольше собрать, да, побольше приобрести. Тогда можно всем там, всей семьей там Да, конечно. в колобка играть. Мгм. Расскажите, вот вообще, вы телевизионщик. Мы вас в одно время смотрели все время в голубых экранах, потом мы вас потеряли. Куда вы делись? Ну, я больше начала времени уделять семье. Ага. А вообще с телевидения я уходила немножко в другую сферу, в авиацию. Была Ага. пресс-секретарем в одной авиакомпании. И затем уже решила после года труда уволиться и посвятить больше времени дому и семье. Ага. А как вы к такому пришли? Все-таки сейчас вот очень часто женщины бывают и соревнуются с мужчинами, да пытаются как-то самореализоваться, что дома сидеть нельзя, какая-то психология у нас. Но мне кажется, соревнования здесь неуместно. Здесь скорее нужно говорить о партнерстве грамотном. Если будет взаимопомощь, взаимовыручка, будь то домохозяйка, будь то работающая женщина, то, соответственно, все в семье будет в гармонии. Поэтому я вот придерживаюсь такого мнения, что если женщина посвящает себя семье, детям, дому, это не значит, что она должна ходить в халате, там, расплываться до 100 килограммов и вообще забывать о себе. Ага. Вот. Можно и своим интересам, не знаю, каким-то походом на массаж, на тренировки тоже какие-то радости жизни видеть, встречаться с подругами. Мгм. То есть в этом ничего зазорного нету. Это не возвращение к какому-то средневековью, да, что сейчас идет мода на работающих женщин, там, самостоятельных, финансово независимых. Вот. Поэтому каждый выбирает свою судьбу сам. Все-таки вы согласны с тем, что дети – это лучшая инвестиция, да? И времени, Конечно. и финансов. Конечно, я по себе знаю, что когда я сосредотачивалась ранее на работе, да, у меня все было вечером, голова вот квадратная, я говорила, нет, никаких уроков, не подходи ко мне, то есть такое нервное общение. И, ну, все мы знаем, да, что женщины устают, хочется как бы и тут полностью отдаться, и тут полностью отдаться. Вот у меня такая натура. Если я работаю, Никаких я работаю, полутонов. да, с полной силой. Если дома, там, значит, надо досконально сделать, там, убраться до пылинки, там, если уроки, то все, почему ты это не понимаешь, почему вот это не понимаешь, 10 раз повторить. Поэтому вот как-то так. Ага. А вы заметили, да, то, что после того, что вы сделали выбор в пользу семьи, у вас дома стало как-то гармоничнее, уютнее? Конечно.
Конечно, да. Я стала этому времени больше уделять, и мужу нравится, там пироги горячие, всегда ужин готов. И Жена дети. красивая, здоровая, веселая дома, да? Да, не нервная, не кричит с работы, не звонит, свари пельмени. И дети уже относятся к маме как-то более уважительно, да, тоже без ругани, понимают все. И, ну, как-то все пришло в гармонию, в равновесие. Здорово. Спасибо, Галина, что пришли к нам этим утром в нашу студию. Спасибо тебе, Матвей. Желаем тебе хорошей учебы и вашей семье уюта, гармонии и любви. Хорошо, спасибо, Мария. А мы продолжаем наш эфир. Материнство – это все-таки великое счастье. Если кто-то его еще не познал, я вам от всей души желаю, чтобы вы это скорее, в самое ближайшее время это у вас случилось. И спешу вам представить мою вторую гостью, которая сегодня купается в любви и в счастье материнства, пройдя очень тернистый путь. Это Прасковья Шестакова. Паша, здравствуй. Здравствуйте. Ага. Спасибо за приглашение, Маша. Паша сегодня мама очаровательных близняшек Миланы и Дархана. Да. Ага. Паш, расскажи, пожалуйста, вот твой путь к материнству был нелегок, непрост. Как Да. ты к нему пришла? Не только я пришла к нему, да. Мы вместе с мужем долго-долго вместе, наверное, жили, как и многие это делают до сих пор, да, ждут как бы от Бога, да, иметь, быть семьей. Мы сели перед друг другом, и я предложила мужу пройти обследование и сделать эко. Ага. Муж сразу согласился. Это искусственное оплодотворение. Это искусственное оплодотворение. Мы сразу решили, куда мы пойдем, на какого врача мы пойдем. Все через... Мы просто с людьми общались. Мне советовали девочки, которые делали эко. И что нужно вообще сделать, да? Как прийти к этому? Нужно просто решение принять. Нужно просто сесть и для себя сделать такой вывод, что не нужно время тратить, нужно идти и быть счастливой. А через сколько вы... Вот, получается, твое материнство очень осознанное, сознание, к которому ты пришла прям сознательно, Да. вместе с супругом. Вот через сколько после свадьбы вы пришли к такому? Мы вообще зарегистрировали брак перед эко. Да. Мы вместе жили, по-моему, 6-7 лет, примерно так. Ну, то есть такой уже да, приличный да, срок. 6 лет, потом, получается, в 7 году мы просто были на пути эко. Мы, получается, обследование проходили. Конечно, весь путь, если в процентном соотношении брать, это женщина процентов 80 проходит, а мужчина там участвует процентов, 10-20 максимум. Ну, конечно, это очень много нужно сил, физической, да, моральной, психологической и материальной. Вот материальным, моральным, когда поддержка есть, да, когда муж тебя поддерживает, это очень-очень-очень важно. Бывают семьи, которые мужья не поддерживают. Допустим, женщина хочет ребенка, она даже решилась на эко, но мужья бывают, которые против эко. То есть надо быть единомышленником. Да, единомышленники. И без этого никак. Даже если муж, ну ладно, попробуй, типа, если скажет, и он не будет уверен в этом, да, то я думаю, что в любом случае не получится, потому что тут нужна вера. Прямо 100% ты должна верить в это. Ты должна прямо быть уверена, 100%. Самому эко должна быть уверена врачу, супругу, обязательно, что вы решились на это, а не просто забеременела и родила. Это, не лишь бы родить, да? Да. Это очень много факторов имеет, да. Ты должна верить в Бога. Я даже верю в Бога и молилась, и просила всех, кого я знаю и не знаю. В общем, короче, нужно верить. И с какой попытки получилось? У меня с первой попытки, слава Богу, получилось. Все-таки В вера. этот момент, когда мы говорили про это, я сразу мужу сказала, есть случаи, когда не получается. Очень много процентов, да, по республике, вообще по России, по миру есть процентные соотношения клиник,
вообще больниц, да, которые делают оплодотворение. Много не получается. Я ему, мужу сказала, если не будет получаться, мы идем сразу. Он говорит, да, идем сразу. Дальше, да? Меня восстанавливаем, это все равно как бы вмешательство в организм женщины, да, через гормоны, вот это человек должен какое-то определенное время восстановиться. То есть такая, получается, психологическая атака, Да, да? А да. к психологу вы обращались? Нет. Это все своими Да, силами, да? Это просто нужно встать. Ага. Я говорю, когда меня девочки спрашивают, что нужно сделать? Нужно просто встать утром, идти к гинекологу. Просто встал и пошел к гинекологу. И гинеколог тебе будет говорить, что нужно делать. И когда он будет говорить, нужно это делать, а не идти домой и не лежать на диване. А сейчас же делают ЭКО по ОМС, да? Да. Бесплатно Да, можно. когда я узнавала весь этот процесс в течение вот нескольких лет, как я уже говорю, 6-7 лет, да, было такое, что там одно бесплатное место на всю республику в год или как-то. А желающих много, да? Желающих можно. Конечно, это вообще какая-то мечта такая неисполнимая, да, Ага. если ты захочешь даже на эту квоту, как бы, да. А сейчас по состоянию здоровья, да, если у тебя есть такой диагноз, которому уже нужно делать эко, да, на встречи все врачи идут, и МС не только по республике дают, и по России всем, ну, как по России тоже То есть дают. можно ездить в клиники Да, выбираешь сама по стране. клинику, да, выбираешь, где они работают через именно, ну, как по квоте, да, клиники, которые по квоте работают, и сама выбираешь даже врача. Даже Да, врача на можно сайте подобрать. смотришь, на По сайте, отзывам? да, по отзывам, клиента там оставляет, я своему врачу обязательно там оставила сразу же, когда у меня все получилось, после того, как я родила, ну, как бы переписались, фотографии детей отправила. У вас близнецы, тем более Да. разнополые. Как вы родили вообще? Кесарево было или У естественно? меня, к моему удивлению, ко многому удивлению, наверное, я доносила до 9 месяца. Представляете? Часто же двойняшки раньше времени да. торопятся. Это большинство случаев так даже кесарево делают раньше, потому что организм не выдерживает, как бы, да. И ребенок страдает, и дети страдают, и женщина страдает. Поэтому я была очень удивлена, что я донесла до 9 месяца. Конечно, кесарево сечение делают. У меня, конечно, по многим факторам сделали кесарево сечение. А сегодня у вас вот зато два таких маленьких чуда. Да. Милана и Дарханчик. Расскажите о них, сколько им сейчас в садик Им ходите? сейчас 1 год и 10 примерно месяцев. Мы вот в начале сентября пошли в садик, но мы всего 5 дней проходили, потому что мы болеем. Адаптация, Ну, да, это штука адаптация, такая. да. Ага. Милана на 5-й, на 4-й день она привыкла, она уже не плакала, Дархан до сих пор плачет, ну, как бы, ну, не знаю. это- Вот-вот, а вы говорите, что мы, женщины, слабый пол, Да, да? С самого детства. Ну, Видно? может, он к маме привык больше всего, или как-то вот... Конечно, у каждого ребенка свой характер, да? Милана такая более спокойная, а Дархан более как я, короче, более эмоциональный такой, может, более такой, короче, маменькин сыночек, может, чуть-чуть. Ну, это пока маленький можно, да? Да. А вот вы наверняка уже начали им давать полноценные завтраки, да, с общего Да. стола. Да, обязательно. Ага. Мы мясоеды вообще, как и я, как и муж, да, вообще мясо в любого... Они у вас малоежки? Нет, вообще нормально. Хорошо едят, да? хорошо едят. Вот вы По мне хорошо едят. Они очень много мяса едят, очень много фруктов едят. И каждый день мы даем и фрукты, и мясо. Мучному они как бы хлеб, печенье мало едят. К моему удивлению, когда я смотрела на своих племянников, они печенье ели прямо пакетами. А мои нет, почему-то очень мало. странно, да? очень Мясо, подавай мясо. Да. да? Когда им даешь макароны, там 1-2 кусочка мяса, для них это мало. Они прямо говорят, Давайте покажем ваш вариант завтрака, завтрак. которым Да. вы Да, угощаете который, своих детей. да, и который я угощаю своих детей, и которых стараюсь как-то разнообразить в последнее время. Они вообще едят и кашу чуть-чуть едят, и яйца чуть-чуть едят, ну и фрукты постоянно едят. Ну и блинчики, оладушки вот такие. Мама такие, их балует, да? Да, чуть-чуть стараюсь по возможности. Давайте я покажу, как я украшаю
салатик, кашку. Давайте. Потому что бывает, дети частенько отказываются Да. от каши. Да, я когда начинала давать кашу, им было, несколько месяцев, конечно Ага. же, да, это вот готовые кашки, и они отказывались. Потом я стала их украшать, Ага. всякими разными фруктами, которые они именно едят, да. Вот, А есть какие-то Нектарин. продукты, от которых они полностью отказываются? Вот не хочу и все. не хочу и все. Так, по-моему, нету такого. Да? Это А картошка, кстати, мало едят вообще картошку. Допустим, в суд кладу, ага. а картошку вообще... Остается, да, в тарелке? Это вот из детства так. Врач сказал, что это как бы они пока не переваривают, в будущем они будут. М. Как бы таки сейчас маленькие, типа. То есть, если ребенок даже такой маленький, чего-то не хочет, там, Да. не хотят, не нужно заставлять, да? Да, я не заставляю, например. Если, вот правильно заметила, что я не заставляю. Когда ребенок прямо встает, у меня они со стульчика не хотят есть, я все забираю у них, чтобы они не раскидали. Там у меня на 4 квадратных метра все бывает раскидано. Я их приучила, кстати, чтобы они сами ели. Им, наверное, не было года. Ага. Я их приучила, и сейчас как бы они сами кушают. Они И- сами ложку держат? Да. Какие молодцы! Я их вообще давно приучила, и всем советую. Ну да, Конечно, двоих особо не покормишь ложкой. Да, из-за этого. Из-за того, что вот один просит, а второй кушает, да. По очереди даю, а в итоге Кто-то не успеваю, да. Поэтому я им дала тарелки. Конечно, это после каждого приема, это генеральная уборка на кухне. Это прямо вот полчаса, может даже час. Нужно убираться в зависимости, что ты приготовила, что ты дала ребенку. Я представляю, у меня после одного ребенка так бывает, у тебя после двоих, наверное, Да, у вообще меня там... там, я говорю, 4 квадратных метра, или в жире, или в каше, или во фруктах, в апельсинах, все. Это сколько же терпения надо, чтобы Да, это каждый нужно раз... терпение. Это что у нас такой? Парашик? Это у нас, Козленочек. наверное, да, барашек у меня сегодня получился. Кстати, сегодня утром тоже их кормила, Мгм. и как раз вот кашку. Это Панкейки геркулесовая, да? Это овсяная. А. Нет, подожди. Как называется, забыла, честно. Пшенная? Нет? Ага. Желтые Ну, в общем, маленькие. ага, Желтые маленькие. пшенка. Ага, пшенка, во-во. И- Любят, да? Да, они любят все виды, но я же говорю, нужно чередовать постоянно. Здорово. Кашу А еще мама, у нас кстати, есть не- панкейки, Да, да? панкейки я просто даю, обычно их как бы подают там с джемом, с вареньем, Ага. да. А в панкейках у нас идет сам сахар, да, вкладу я в тесто чуть-чуть, да, Мгм. поэтому я им Варенье даю, уже не даете? Не даю. Варенье я им даю в целях профилактики, там, может, земляничную, голубику, профилактику как бы делаю, да, но Ага, здорово, специально если аллергии нету у них. нету. Ага. Ту-ту-ту. Давайте Поэтому- быстренько покажем, у нас время поджимает. Давайте успеем. Это у нас киви. Киви у нас Да. Дарханчик и Пилан тоже едят. Да, Мгм. да, и, редко даю, но едят. А. Вы просто посыпаете фруктами, Да, да? просто я их украшаю, чтобы им было интересно. И как раз я его сегодня также делала. И так они лучше едят? Они, да. Ага. Им интересно становится сразу. Я их приношу, их беру на руки, вот смотри, что я сделала. И они сразу вот, как бы садятся и начинают там и в тарелке Спасибо, копошиться. Паш, за такой вот классный лайфхак, как же заставить детей лучше кушать. За то, что поделилась, не побоялась и поделилась своим опытом материнства. Мы желаем тебе стать, возможно, многодетной матерью в свое время. А далее у нас короткая реклама, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Вы в городе женщин, я очень рада вас приветствовать. Как вы знаете, у каждой девушки есть дома секретное место. И в гардероб любимицы публики Ирены Файрушиной удалось прокрасться стилисту Беме Лазаревой. Сегодня у нас замечательная гостья, гостья знаменитая.
интересная, невероятная Ирина Файрушина. Я очень рада, наконец-то, что ты до меня добралась, ты и твоя команда. Я с удовольствием тебе покажу свои сценические наряды и свой базовый гардероб. Я вижу вот это замечательное платье. Рози на платье у меня тоже висит. Ага, Да, то есть это давай. двойной Да, удар. это наряды для дуэта. Раньше они светились, и они были как люстра. В этом можно пойти, какой-нибудь светский раут в Москве. То есть это эко-кожа, я вижу, да, префорация, очень крутое платье, нравится, супер. Я всегда все свои наряды делаю как трансформеры. То есть Я это был сочетаю, чокер, так, да? это был чокер, это был супер классный наряд. На самом деле я бы, наверное, рекомендовала этот замечательный сюртюк, пальто летнее, носить именно как повседневную одежду. Оно невероятно красивое, он супер сидит, скорее всего. Обычные футболку белую, серую, неважно, любую, обычные джинсы очень красиво зайдут под этот наряд и взять, например, какую-нибудь сумку. Обожаю, когда все сидит по форме. Вот фигуре. это, Это да. прям перья, С перьями. цвет очень красивый. Да. А с чем он шел? С чем Нет, шел? он шел отдельно тоже с чокером. Чокер вау, тоже это всё моё. платье? Да. Вот это вот прям, знаете, что такая красивая. Вот это вот сверху. У меня есть и длинная к этому юбка, есть шортики и есть короткая юбка. Ну вот я, например, верхнюю часть тоже рекомендую тебе, если у тебя будут какие-нибудь там светские мероприятия, тут на просто Отдельно? обычное платье накидывать вот таким образом, использовать как украшение. Это раньше тоже была накидка, тоже с концерта. И я из этой накидки сделала вот такое вот платье. Из брюк я сделала вот такой вот костюмчик. Вау! Можно и так, классно. Можно и так. В этом году именно зеленый и оттенки зеленого в диком тренде, то есть можете смело покупать себе зеленые пуховики. Расскажи, давай повешу. Так, это платье тоже трансформер, тоже с накидкой, тоже с несколькими ремнями. Тут корсет Вау, маленький есть, какой тут классный. ремень отдельный есть. Посмотрите, как она хранит обувь. Это не где-то на земле в коробках, это все наверху. Знаменитые прозрачные туфли и обувь Ирены. Супер. Они идут абсолютно совсем, Мгм. потому что они не имеют цвета. Да, это твоя личная база, то вы можете смело брать на вооружение такую обувь, потому что она визуально не обрезает вообще абсолютно. Она приподнимает над землей, и вы кажетесь легче, выше и стройнее. Ну, прям все плюшки, супер. Замечательный гардероб, очень функциональный. Я вижу, что у тебя четкое разделение: концерт, база и обувь. Все в видимой доступности, очень удобное расположение всего. На этом все. В следующий раз мы обязательно заглянем в очень интересную гардеробную. Следите за нашими эфирами. Ой, здорово, какое секретное место у Ирины Файрушиной. Девочки, дамы, прекрасные леди, а вы когда-нибудь задумывались стать моделью? Ну, хоть разочек. Я вот иногда, например, жалею, что не записалась в пришкольный театр мод, хотя полкласса туда записалась. А ведь недавно узнала, что, оказывается, никогда не поздно. И это доказывают наши следующие гости. И я спешу вам их представить. Это Валентина Безрукова, руководитель модельного агентства «Idol». И девушки, дамы, которые занимаются у нее. Это Елена Тролукова, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент. И Елена Осипова, работник ювелирной фирмы сегодня. Ага. Девушки, давайте расскажем. Да? Ну, Валентина, давайте с вас немножко начнем. Ага, вообще, вы как заниматься вот 35 плюс? Это же не 18-летние девочки, из которых можно лепить что угодно. Ага. Ну да, это совершенно новое. Недавно вот веяние началось, 35+, почему я к этому пришла и почему мне нравится вот с данной вот возрастной категорией общаться, заниматься, потому что когда-то в свое время сама, наверное, через это прошла, да, что никогда не поздно. Не нужно себя старить, что все равно мы все молоды в душе, и возрастных ограничений вообще их нет. То есть очень много женщин, которые хотели бы как-то себя развивать дальше, да, то есть вот семья, уже все, там дети выращены, да, и время себе остается. И вот здесь вот так получилось, что у нас начался набор,
Мы позанимались, ну, как месяц, 3 месяца у нас курс. И так вышло, что все подружились. То есть это совершенно разные А женщины. легко научить вот таких девушек? Да. Очень даже, потому что это люди, которые вот прямо поглощают, да, вот прямо берут информацию, учатся, интересно, все новое, то есть разные дисциплины, разные как бы направления. То есть даже фотопозирование, выход на сцену был, да, вот как в процессе обучения, вот всегда стараюсь, чтобы они почувствовали, что это такое действительно не только в теории, но и на практике. То есть они могут и поделиться сейчас сами. Фотосессии мы проводим постоянно, чтобы, ну, как в тонусе быть, и практика была постоянная. Здорово. И вместе с вами сегодня 2 Елены прекрасные. Дамы, можно ли озвучить ваш возраст? Сколько вам? Елена Николаевна, давайте с вас начнем, да? Ну, мне 79 лет. Ух ты! Да, 79 лет. В общем, я 55 лет имею акушерско-гинекологический стаж. Ага. Ученым я 40 лет проработала в университете, в медицинском институте. Вот, воспитала дочку акушера-гинеколога, тоже она у меня ученая, работает сейчас, тоже воспитывает врачей. А вы сегодня на пенсии? Я сегодня на пенсии. Ага. И во сколько лет вы, получается, пришли вот в модельное агентство? Модельное агентство я где-то пришла, знаете, 45-46 лет просто так. А? Самым мы занимались. Ага. А вот сейчас уже на теоретическом, на таком, на научной основе вот пришла зимой этого года, вот 19-й год. В этом году мы начали заниматься с февраля месяца. Дефилируете, фотосессии Да. устраиваете? Да, конечно. Здорово. Елена Ивановна, а вы во сколько пришли? Я пришла нынче летом только. А сейчас вам сколько? Мне сейчас 58 лет. 58 лет. Ага. Работала я в полиграфии книжном издательстве. Ага. А вот с какой мыслью пришли? Что вас подтолкнуло вот открыть вот эту неизведанную ранее дверь? Да, вот вы правильно сказали. Ага. Хотелось что-то познать новое. В общем-то, много у нас было предметов интересных. Это психология была у нас, актерское мастерство, хореография у нас была, уроки макияжа были, дефиле у нас. А сегодня вы сами накрасились? Сегодня да. Очень здорово. И укладка тоже все сами, да? Ну, укладка у меня, в принципе, по жизни такая. Пришлось голову вчера помыть и высушить. и всё. Очень модная такая, молодежная, я бы даже сказала. Спасибо. Так, прекрасная Елена, я не могу вас просто так отпустить. Давайте вот встанем, представим, как будто вот оператор у нас это фотограф. Мгм. Так, мы Давайте коврик давай, уберем. Ой. Так, ага, ну ладно, вот так. Давайте, вот дефиле, вы в первый раз пришли. Вот я ни разу не дефилировала. Что нужно сделать? Руки дефиле. Так, правая нога вперед и пошли вперед. Раз. Прям на камеру идем, да? Да. Остановились, развернулись и вперед. Походкой от бедра. Ну, мне кажется, это сложновато, тем более на На каблуках. каблуках это очень сложно, это надо иметь привычку. А долго вы учились? Ну, 3 месяца. Всего, да? Да. Мы на видео посмотрели, у вас очень хорошо получается. Спасибо. И фотосессии у вас прекрасные, да? А Елена Николаевна, вот давайте теперь вас попросим. У вас тоже фотосессии отличные, да? Как вот выбрать свой правильный ракурс? Как вам? Ну вот, когда перед выходом на сцену, в общем-то, надо всегда у модели таз, корпус должен быть выпрямлен и подобран. Плечи немножечко откинуть, таз немножко дефиле, это от бедра. Ага. От бедра. Если А при фотосессии? Ну, при фотосессии, в общем-то, какой там наш руководитель скажет, этот ракурс, какой-то ракурс, там уже все. А вот когда идешь по подиуму или на сцене, то это уже, в общем-то, конечно, таз всегда должен быть, плечи всегда под контролем. Таз и плечи. Плечи обязательно Ух должны ты. под контролем. Ага. И, в общем-то, постановку рук, пожалуйста, если мы можем поставить, где-то у нас здесь талия должна быть. Где-то В общем-то, должна быть. да, ага. должна быть талия. И, в общем, на уровне талии мы ставим боком. А, Бок, еще да, ручку еще ручку красиво. боком, что, в общем-то, знаете, если перчает, не очень страшно. Ну, можно пройтись, да? Давайте. Вот. Ух ты.
за вами я прям не решилась даже пойти. Браво, Елена Николаевна. Садитесь. Спасибо. Здорово. Валентина, вот хочу вас спросить, да как вот все-таки научить девушек, да, вот понять свой правильный ракурс? Правильный ракурс. Например, ну, я до сих пор не знаю, у меня левая. Мне кажется, я со всех сторон Ну, красивая. вообще, как асимметрично все. вариант надо считать. Мы вообще, как при занятиях всегда говорим принимать себя полностью, Ага. любить себя такую, какая есть, то есть и каждую сторону. Потому что на самом деле, как многие говорят, что есть правильный ракурс, но при правильной постановке света, то есть как бы фотосессия, то есть это же игра со светом, то есть ракурсы, они могут получиться же разные. То есть и мы учим работать с камерой, со светом, с источником света, то есть как правильно встать, потому что можно и удачный свой, как думают, ракурс испортить, если неправильно Свет поставлен будет свет или неправильно. повернуться. А так на самом деле, мы не говорим, что прямо есть, конечно, вот прямо выигрышные. Многие девушки, да, у меня такой, и отказываются, но на самом деле недооценивают вторую сторону. Поэтому целиком. Надо На себя да, принимать, да? целиком. Ох ты как. То есть внутреннее состояние, оно передается внешне, на А. самом деле. То есть вот мы не просто техническое что-то, да? То есть все-таки не зря вот с вашими воспитанницами занимается еще и психолог. Да, то есть это сделано целенаправленно, потому что у многих зажимы. То есть это и страх камеры, страх сцены, страх фотосессии. Даже посмотреть на себя. Вот первые занятия были, да, то есть в зеркало элементарно идти, посмотреть на себя. Многие даже не принимают. То есть а сейчас уже к концу, да, вот все уже по-другому, с достоинством. То есть как любовь к себе. Все просто. Валентина, я иду к вам. Очень будем рады вам, приглашаем. Здорово. Спасибо большое, дорогие девушки. Будьте всегда столь же прекрасны, как сегодня. Всегда поражайте вот так вот, в хорошем смысле. Будьте всегда с активной жизненной позицией. Две Елены прекрасные. Вы действительно сегодня очень украсили наш город Спасибо женщин. вам. Спасибо. Вы пример для подрастающего молодого поколения. Спасибо большое, Валентина. А далее, дорогие телезрители, небольшая реклама. Я приветствую вас в городе женщин. Говорят, если мечтать абсолютно без границ, можно понять свои истинные желания. Наша съемочная группа вышла на улицы города и спросила у горожан, чего бы они совершили, если бы у них были безграничные возможности. На остров поехала бы, на необитаемый. Кого-нибудь взяла бы в пару. Ну так, да. Ну вот авантюрно это точно. Но авантюрные не решилась бы. Ну, путешествовать, конечно, хотела бы. На смену работы и места жительства. Ну, прыгнуть бы с парашюта, да? Наверное, собрать свои вещи и уехать из города. Наверное, я бы уехал в какую-нибудь другую точку мира, в какие-нибудь теплые страны или наоборот на полюс. Никуда бы не захотел лететь, мне здесь нравится. Ездила бы каждый месяц, гуляла бы. Ну, слетать куда-нибудь в Америку, в разные страны, если тогда проезд бесплатный, там, перевозка тоже, все бесплатное, тоже отель, дом. Ну, я бы хотел бы в другую страну полететь, посмотреть. Я бы хотела путешествовать по книгам, допустим, Жюля Верна, «Кругосветное путешествие», побывать в Лондоне, на Бейкер-стрит, в Париже, купить виллу на берегу моря, домик в Болгарии, в разных странах по домику. Да на Луну бы слетал, бы посмотрел, как там дела идут. А то говорят там много, что говорят интересно. А на самом-то деле интересно было бы посмотреть. Я вообще никуда не ходила, не ездила. Поэтому, наверное, сначала хотя бы близкий Китай, а потом уже там Тайвань, все такое дальше. Места куда занесет. Работать в интернете, вот и все, наверное. Такие хорошие желания. Вспомнила, как в детстве увлеченно читала «Незнайку на Луне».
И многие, кстати, тут сказали, что поменяли бы место жительства. А наша следующая героиня вот не испугалась ничего, не увидела никаких препятствий. И вместе всей семьей переехала из Петербурга к нам в Якутск. Давайте поприветствуем ее. Екатерина Прусова. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Давайте расскажем, как вы решились переехать из... Там климат все-таки очень разный. Что в Петербурге, что в Якутске. Климат очень разный, да, но решение пришло очень просто. На самом деле я не совсем поменяла, да, место жительства, я родом из Якутска. Вот. И очень много лет прожила в Санкт-Петербурге, там встретила своего супруга. Жили мы очень долго, работали, все было замечательно. А потом в один прекрасный момент мы решили, что нашей семье пора стать больше. Вот. Я забеременела, и мы приняли такое решение уехать жить в Якутск. То есть вы решили родить в Якутске? Да, мы решили родить в Якутске, как бы это странно ни казалось. А почему? Обычно же все в центре стремятся. Да, такая реакция почти у всех, кто об этом спрашивает. Все очень просто. В Санкт-Петербурге огромнейшие расстояния. В Санкт-Петербурге нам было некому помочь с ребенком, хотя родители моего супруга и вся семья живет там, вот, но мы живем очень далеко друг от друга, поэтому каждый день, да, в любой свободный момент мы бы не смогли ребенка отдавать родителям, только бы по выходным. Вот. А здесь у нас такая возможность была. Поэтому мы решили немного упростить себе жизнь. То есть наличие бабушки, да? Наличие бабушки, да, наличие дедушки, няни. Вот. Нам поэтому в этом плане очень повезло. Так что мы, недолго думая, собрали вещи, сели на самолет, прилетели в Якутск. То есть я неправильно подвела. Переехали не вы, переехал ваш супруг, получается. Да, переехал мой супруг. Я оказалась в своем родном городе, вот, а он оказался абсолютно в новом месте, незнакомом для него. И сколько вы здесь живете? Как он мы живем 2 года. Морозы? Переносит прекрасно. Говорит, что ему даже нравится больше, чем в Санкт-Петербурге, потому что климат там все-таки очень сырой, очень влажно, сыро, ветрено, и минус 10 в Санкт-Петербурге чаще всего намного сложнее переносится, чем минус 40 здесь, в Якутии. Я вас очень хорошо понимаю, жила в одно время. Ну да, поэтому с климатом нам здесь намного комфортнее. А сколько вы здесь уже? 2 года. 2 года. Малышу вашему? 2 года. Нормально. Мы приехали как раз вот на последних месяцах. И здесь родили, здесь и родили, он здесь вот остались, растет, да? Да. Как его зовут? Роберт. Ох ты, да, здорово. Будете еще пополнять семейство? Пока не могу сказать однозначно, время покажет. Кать, вы тренер по стретчингу. Да, преподаватель по растяжке, стретчингу. Все-таки мы готовимся сейчас к зимовке, надо подготовить свой организм. Вот растяжка, вопреки всяким домыслам, это все-таки вид спорта или это какая-то тренировка? Вид спорта нет, это один из методов восстановления, да, своего тела, своего организма. Вот. Стретчинг последние годы у нас очень популярен стал, да, набирает огромную популярность. Очень многие... Давайте не будем голословно, сразу к коврикам перейдем. Кать принесла мне тоже коврик. Тут моя любимая коллега Саргалана Амосова завела, пока я была в отпуске, традицию по пятницам растягиваться. Приходится. Прекрасно, да? Так, давайте тогда, чтобы не тратить много времени, я вам покажу всего несколько упражнений, несложных, которые могут выполнить все, даже если у вас нету коврика и нет спортивной формы. Комплекс деревянности. Прекрасно! Это самое лучшее упражнение именно у тех, у кого комплекс деревянности. Ладно. Так, давайте мы становимся на коврик, да? Ножки собираем вместе. Для начала мы немного подтянемся, сделаем хороший глубокий вдох, руки поднимем наверх. Руки также через стороны опустим на пол. Сейчас покажу упражнение для стоп. Это не только растяжка, да, а это еще улучшает кровообращение. И если у вас болит голова, вы можете помять свои стопы
и все пройдет. Да, это Стопы, чтобы прошла голова. стопы. Ноги с головой связаны напрямую. Смотрите, мы ставим стопу на пальчик, да, и тянем пятку вперед. Чувствуете, как гнется ваш подъем, да? Ага. Он Вот. в шоке. Да, он в шоке. И вторую также потянем. Конечно, это нужно сделать по несколько раз и подольше, да? И разные положения. Вот, сделайте несколько раз, головные боли у вас пройдут. Мгм, да. Здорово. Видите, и наличие спортивной формы не надо, да? Да. Хорошо, Я могла не переодеваться. Нет, раз вы переоделись, давайте тогда садиться на коврик. Мы сядем с вами на коврик, сядем на пяточки, спинку выровняем. Это упражнение также можно делать, сидя на стуле, где угодно, да? Главное, чтобы у вас был ровный позвоночник. Мы вытягиваемся наверх макушкой, копчиком тянемся в пол. Делаем хороший глубокий вдох и грудью тянемся вперед. А лопатки собираем друг с другом. Чувствуете, как лопатки соприкасаются? Ой, мне прям хочется закрыть глаза и улететь. А на выдохе мы оттягиваемся назад. Лопатки максимально разводим. И так делаем несколько раз. На вдохе мы прогибаемся, а на выдохе мы, наоборот, вытягиваемся, выгибаем спинку. Хотя, а с помощью стретчинга можно похудеть? С помощью стретчинга можно похудеть, но, если честно, это очень длительный процесс. Если вы хотите похудеть, то это, конечно, правильное питание и физические нагрузки более сильные. Так, Но ладно. стретчинг очень нужен всем. Противопоказания есть, да, какие-то? Противопоказания, конечно, есть. Это всегда нужна консультация с врачом. Да? Если у вас проблемы со здоровьем, ну, онкология, да, конечно, если травмы, все с разрешения врача. К своим клиентам я всегда прошу рекомендации от врача. За справкой, да? Так, Конечно, дальше что у нас? Дальше что мы делаем? Плечи. Поднимаем руку наверх, да, любую, какая вам удобна. Сгибаем в локте и ладонь ставим между лопаток. Нашли между лопаток расстояние? Почти. Да. И второй свободной рукой беремся за локоть. И подтягиваем локоть в сторону и вниз, а пальцами своей правой согнутой руки вы скользите по позвонку в пол. Чувствуете вытяжение в плече? Вот, дорогие телезрители, что-то типа такого. Но Да. я не уверена, что до конца. Почти. Только голову мы с вами не наклоняем, а наоборот отталкиваем головой руку назад. И таким образом вы усилите вытяжение в плече. Также мы повторяем с другой руки и можем еще сделать наклон. С помощью наклона вы усилите вытяжение. И еще добавите вытяжение в боку. Чувствуете? Мне кажется, руки стали длиннее. Вполне возможно. Хорошо, снимаем. Можете скинуть напряжение, потрясти руками. Да. Также Реально мы делаем правая с другой длиннее, рукой. чем вот это. Лево стало. Как Надо будто бы. дотянуть левую. Да? Давайте дотянем левую ручку. Также между лопаток ладонью ставим и локоть тянем в сторону и вниз. Видите, эти упражнения можно делать в любом положении, да, даже сидя в офисе. Специально вам показываю положение для грудного отдела, да, и плечевых суставов, потому что у нас проблемы, сутулость, Да, сидящий образ жизни. палая грудь, да, и плечи, смотрящие вперед. Поэтому такие легкие упражнения можно делать в любое время, в любом месте. И раскрывать свой грудной отдел. Таким образом, осанка у нас появляется и исчезают все зажатости в теле. А сколько раз в день это можно повторять? Можете делать один раз в день, этого будет достаточно для постоянной практики. И можете делать по мере своих ощущений. Да? Если вы чувствуете, что вот, зажало вас, да, хотите размяться, даже сидя в офисе за столом, можно в любую свободную минутку поделать эти упражнения, и вы почувствуете, как зажатость это снимается, напряжение из тела, да, оно постепенно отступает. Ух ты, как интересно-то оказывается. Вот вроде бы всего ничего поделали, ничего, да? да, Вот я ничего реально сложного. чувствую расслабление. И если у нас есть секундочка, я хочу показать еще упражнение для кистей. Давайте, секундочка Давайте. есть. Да. Ставим ладошки на пол, пальчики смотрят на вас. И отсюда ягодичками откатываемся к пяткам максимально, насколько получается. И локти начинаем присгибать, но ладонь не отрываем от коврика. В предплечьях вытяжение чувствуете? Да.
Прям Да. чувствую. А еще согните локти. Очень хорошо. Ой, спасибо большое, Катя, за такие вот полезные, мне кажется, упражнения. Я прям не могу оторваться, дорогие телезрители. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что наши гости вас вдохновили на открытие новой страницы своей жизни. Будьте решительнее, и все у нас получится. Всего доброго.